Камбожаб Цибиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 17. Домой. Дневник пути от Лхасы до Кяхты. Часть 68. 27 января. Сегодня день монгольского Нового года. Рано утром, еще не навьючивая животных, старшие мужчины взошли на горку, которая находилась около стана, и, зажегши воскурение, сделали земные поклоны на восток, Богдахану, и на запад, своему оставшемуся дома князю. Затем они постепенно стали обходить все палатки, держа в руках хадаки, начав с палатки своего старшины Хошунцзанги Дамба. Дамба сидел спокойно. Подходивший прикладывал 3 сложенных пальца к лбу своему и делал поклон, после чего брал хадак на обе ладони и, делая новый поклон, произносил протяжно: «Амур, будьте здоровы». Засим, отведав пищи, уходил. В других палатках не делали первой церемонии, то есть ограничивались одним поклоном с хадаками. Двинувшись в путь в 8 часов 15 минут утра, дошли до так называемого Ганджур-Чулу, камень Ганджур. На довольно широком и ровном месте пади стоит посередине каменная горка. На северо-западной стороне ее большая пещера, в которую можно въехать на лошади и, повернув назад, выехать. У отверстия этой пещеры сделана небольшая ограда из больших каменных плит высотою около сажени. Верхние плиты имеют выступы на краях и служат таким образом покрышкой стен. В стене против отверстия пещеры сделаны ворота. При всей устойчивости каменных глыб короткие стены по обе стороны ворот от времени наклонились в наружную сторону, образовав 2 щели. Левая от пещеры щель размерами меньше, и она считается нечистой, потому что, по преданию, в ней был задавлен сын какого-то князя. Правая же щель считается грехочистительной, и тут мне пришлось быть свидетелем, как мужчины и женщины с большим усердием старались пролезть через нее. Они верят, что если человек грешен, то щель суживается и мучит его дольше. Люди же с сильными грехами совершенно не могут пролезть. Говорят, что самая горка есть вершина, отсеченная Падмасамбхавой и принесенная сюда с горы, находящаяся на восток от нее. Действительно, там одна вершина напоминает усеченный конус, что, конечно, дало начало легенде. Затем добавляют про ограду, что здесь остановились в древности монголы, везшие из Тибета 108 томов Ганджура. Напали тангуты и, умертвив путников, хотели увезти сложенные тома Ганджура, но тут случилось чудо. Все тома оказались обращенными в каменные плиты, коих разбойники не могли поднять и в страхе бежали. С тех пор стоят окаменелые тома Ганджура безмолвно, определяя степень грехов людских и очищая их. На берегу Кукунора мой спутник сломал единственный наш термометр, которым я определял температуру ночного холода. 23 января она достигла минимума за весь путь, а именно минус 26 градусов. В местности Далантуру в Цейдаме. 30 января мой термометр уже окончил службу мне. 1 февраля
В 9 часов утра, когда мы были уже в пути, нам повстречалась масса вооруженных всадников. Мы были в недоумении. Скоро этот отряд взял дорогу влево от нас и стал проходить длинной вереницей саженях в 200 от нашего каравана. В это же время от них отделились 13 всадников и быстро подъехали к нам. Оказалось, что это солдаты, так называемые дапши, по-монгольски дурбун-саму, потомки монголов-алетов Гушихана, ныне совершенно отангутившиеся, обитающие на запад от Данкора. Они рассказали, что идут войной на тангутский род Миньяк, живущий на севере Кукунура. Миньякцы, по их словам, недавно убили 2 дапши и ранили 1. На требование удовлетворения они предложили 50 лошадей и 50 кусков тибетского сукна, чего дапши не приняли и теперь шли вооруженной силой для разрешения спора. Идут они 2 партиями по 300 всадников. Далее говорили, что дело редко доходит до вооруженного столкновения, а решается на границе владений при помощи какого-нибудь посредника, который, понятно, получает значительное вознаграждение за свой труд. 2 февраля. Перевалили через хребет Хира по восточную сторону Кукунура. 4 февраля вступили на край оседлого китайского населения. Здесь стали встречаться китайские торговцы, которые спрашивали, из какого кто хашуна. Один из них, узнав, что караван состоит преимущественно из подданных Дзунзасака, заявил, что он назначен аньда этого хашуна, и тотчас на ходу каравана роздал по 1 лепешке, в том числе и нам. Аньда – старинное монгольское слово, значит «друг», «помощник», «сподвижник». Затем он сказал, как правило, что монголы эти должны остановиться в его доме и никуда на сторону не продавать своих товаров. В Данкоре действительно все остановились во дворе фирмы, люди, которые встретили нас как дорогих гостей. Угостили чаем, сложили товар в свои склады, дали соломы животным, указали для всех помещения. Все это делали китайцы, конечно, не без выгоды для себя. Я узнал, что торговцы вносят известный налог, или вернее взятку, сининскому амбаню для приобретения исключительного права торговли с известным хашуном. Заручившись таким правом, они сами следят за приходящими караванами и, зазвав их к себе, берут весь товар, расплачиваясь по своему усмотрению после формального торга. Монголы совершенно в их руках и простодушно делаются жертвой разных ухищрений этих торгашей. Отсюда в Цайдам вывозят преимущественно цампу, крупчатку, вермишель, сухую лапшу, табак, унты, кирпичный контрабандный чай и тому прочее. Серебра китайцы не дают, да оно и не нужно в Цайдаме, где торговля преимущественно меновая. Сами цайдамцы, напротив, привозят сюда все добытое за извоз серебро и обменивают его на вышеуказанные предметы. За единицу счета тут принимают овцу, хоне или хое, и козу, яма. Курс коих на серебро очень непостоянен, но 2 козы составляют 1 овцу. Спеша в Гумбум, я в тот же день выехал из Данкора вместе со своими спутниками и прибыл туда в 1:00 пополудни на другой день. По прибытии в Гумбум я стал искать бурята, привезшего мое прошение сининскому амбаню
на Тайджанаров и, отыскав его, узнал, что наш общий знакомый, перерожденец Джа-Ик, отговорил его от подачи, уверяя, что Амбань станет допрашивать его самого, и, обнаружив, что он без билета, заключит в тюрьму. Когда я лично отправился к Джа-Ик, он выразил полное сочувствие моему неудачному найму и задержке в пути и предложил мне помочь деньгами для дальнейшей дороги. Оправдывая свое задержание и прошение теми же доводами, между прочим, он сообщил, что Амбань приедет сюда к празднику 15 числа первой луны. Я решил подать жалобу Амбаню лично. Этот Амбань прибыл 13 числа, что по нашему счету приходилось на 7 февраля. Его встретили представители монастыря с должным почетом, вышедшие на край монастыря в нарядных костюмах с хором музыки. Амбаня сопровождали многочисленные свита и десяток солдат. Когда он приехал в приготовленное для него помещение в казначействе монастыря и, напившись чаю, узнал, что это здание казначейства, то отказался жить в нем и пожелал поместиться в частном доме. Сказав недоумевающим администраторам монастыря китайскую поговорку, что чиновник не ночует в Ямыне, то есть в присутственном месте, пришлось поместить его в доме перерожденца Миньяк. 8 февраля я отправился к Амбаню с приготовленным прошением, держа наготове и свой билет. Но секретари, встретив меня в приемной, стали расспрашивать о сути дела. Я изложил им. Тогда монгольский секретарь пошел к Амбаню с докладом и, вернувшись спустя немного ко мне, сказал, что Амбань не принимает прошение, а примет, если будет надежный поручитель из местных влиятельных лам на случай несправедливости моего иска. Я в недоумении отправился в Джаяк, рассказал, в чем дело, и просил поручиться. Тот отказался и сообщил, что этот Амбань – большой взяточник, берет из правого и с виновного. Поэтому он, видя сразу, что с иностранного подданного ничего нельзя взять, хочет притянуть к этому делу своего подчиненного, богатого человека, с которого и будет вымогать взятки. Пришлось отложить дело до Урги, где я мог вчинить иск через наше консульство. 9 февраля, 15 числа первой луны, происходила обычная жертва 15 числа, о которой упомянуто выше при описании монастыря Гумбума. В нынешнем году обхождение жертвенных групп было особенно торжественно вследствие присутствия Амбаня, приехавшего нарочито для этого осмотра. 10 февраля мы наняли подводы верблюдов до Ямыня, Алашанского вана, по 4 лана за каждого, потому что было очень мало обратных возчиков. Каковым обстоятельством не преминули они воспользоваться, чтобы взять почти двойную против обыкновенной плату. Конец 68 части.